шахматный эстафетный Юрионов. Кстати, у нас вот самый старейший участник это Николай Александрович, а самый молодой участник у нас будет в 13:40 Евгения Липовецкая, 15 лет. Ну, она в составе объединения, чтобы выступать не самостоятельно. Вот. Аплодисменты Николаю Александровичу. И эстафету принимает поэт Юрий Андреевич Ионов. Ну, я человек не молодой уже, и поэтому некоторые стихи у меня родились еще в 3 с небольшим года, правда, не очень нормально, я их доделал уже, наверное, когда в школе учился. Вот я начну твои деньги выпустили 98 тысяч стихотворения. Трехлетнему ко мне неброско пришла победная весна, козою серой с кличкой Роско. Явилась к нам во двор она, была мальчишечке, конечно, такая новость, благодать. И одевался я поспешно, чтоб Роску ближе увидать. Не скоро кончатся невзгоды для всей страны и для села, а нам в те памятные годы коза кормилицей была. Но в мае отступили беды, вздохнули взрослые легко и пили водку в день победы, а я пил козье молоко. Ну, затем следующий уже легионы победы. Да, был в России 41-й и страшный вслед 42-й, когда весь Запад сжался нервно, но вслед раздался над Москвой призыв: где ж русская отвага? Стоять мы будем, как кремни, назад не сделаем ни шагу, ни пяди не сдадим земли. Мышино-серая лавина за год под Сталинград пришла, взяла его наполовину, но сникла тут, едва дыша. Ее победный марш до ныне без поражений и преград отпор вдруг встретил у твердины. Мир окрылила Сталинград, и по степи ноябрьской стылой, беря врага в тугой замок, бойцы моей отчизны милой пошли на западный порог, воспряли сотни миллионов во всех концах большой земли. В дни, когда наши легионы в то наступление перешли, котел раздавлен сталинградский, и до сих пор необорим прогнулся Третий рейх пиратский, теснил его наш Третий Рим, все силы на победу бросив, на стягах, на устах страны несла Владимир и Иосиф, святые вечные имена. Над пепелищами России, вдруг став хоругвами, теперь они сияли, как мессии, и отступал фашистский зверь. Он полз тропой Наполеона и Карла Шведского тропой. Шли мерно наши легионы за отступающей толпой и били зверя в хвост и в морду. Дойдя до логова его, раскинулся от моря к морю фронт государства моего. Из рейд, нареченного Третьим Римом, с римским кличем на устах, дошли победно до Берлина и выгрузили тут наш стяг. И в робе триумфальной арки навечно встал солдат-герой в германском сердце, в Трептов парке, как в многих странах над горой. Иуда лгут неутомимо, России роль невелика, но как у легионов Рима победа наша на века. Ну, тут многие стихи у меня, я их взял уже написанные раньше, но вот связанные именно с нашей победой, потому что сейчас нам нужно страну отстаивать, чтобы она снова стала такой же могучей, какой была до 91 года.
те военные злые года не хватало одежды и хлеба, но на счастье детей и тогда было синее-синее небо, зеленым зеленела трава, лиловели сирени аллеи, и светило вступало в права на востоке вполне бы аллея. Пусть ругали войну мужики, и солдатки угрюмо смотрели, ну как празднично пели жуки, ну как бабочки ярко пестрели. Так спасибо, природа, что нам ты дала на себя наглядеться голодавшим босым пацанам, не давая озлобиться с детства. Мы родились в один из дней войны нечаянно, не вовремя, не кстати, как бы полка единого сыны, точнее в его едином медсанбате, белковый голод из-за страшных войн. И говорят, рождаются девчонки, но это после, мальчик и живой, я все-таки тянул к еде ручонки. Да, не было у мамы молока, и как ее в очередях тянулась моя с чернильным номером рука. А крик мой гас в тревожном шуме улиц, и сердце, не рассчитанное жить, с младенчества давало перебои, с тех пор учился я его крепить, чтоб всякий день свой брать у смерти с боя. Сироты, недокормыши войны, ровесники мои не чаще прочих спивались. Но умрем и умрем не раньше мы, причем не только в звании рабочих. И тут матери, конечно, я всегда стараюсь в любом, так сказать, цикле посвятить, хотя ее уже нет давно на свете. Детство, моя дорогая пора, хлебушка, поиски тайные, все на базар отнесла со двора мать, чтоб добыть пропитание. Не до нарядов тут был бы лишь хлеб, мать заторопится в очередь. В старом пальто, что спустя 10 лет перелицует для дочери. После наденем шелка, кружева, на недостаток не сетуя. Мать моя, счастлив, в одном был, жива. Ездил к ней каждое лето я, ездил и маме в подарок я вез целую сумку с нарядами. Только седая с потоками слез, уж и богатству не рады мы. Мне ли наряжаться, то время прошло, правда, надеть было нечего, так хоть оденься теперь хорошо. Не молода, но то женщина. Мама уложит обновки в сундук по довоенной традиции. Может, ты все-таки женишься вдруг, будет сноха, пригодится ей. Ну, что я уже прочитал о непевчем ветеране. Он с войны по ранению вернулся с новым орденом Красной Звезды. В их сарае потом я наткнулся на трофейные вражьи кресты. Руки, ноги его были целы и годны на любые дела, только в горле вот после прострела вроде вставлена трубка была. Мог работать он, мог и обняться, зря 3 дочки росли и сынок. Сиплым шепотом мог объясняться, только петь, к сожалению, не мог. А ведь песня в России святыня для солдата, притом о войне. И страдая, мне кажется, ныне от того безголосия в войне, уходил он по горло в работу, не жалел золотых своих рук. Он такое ружье для охоты смастерил, всякий ахал вокруг, делал лодки фабричных быстрее, дичь стрелял больше всех в том краю, уткам ловко сворачивал шеи, как фашистам бы мстил за свою. Певчим птицам завидовал, что ли, сам держал, да и нас пристрастил, но спешил выпускать их на волю, слушать пение не было сил. Из того же, видать, ветерана все сильнее тянуло к вину, словно жаждал обжечь свою рану в безголосье, вменив ей вину.
пил вино и плевался он кровью, раны в горле, в душе заодно. А вообще ветерану здоровье очень крепкое было дано. Он бурлил в мастерской, на охоте и в кипении безгласных страстей. Среди этого круговорота он по-своему помнил детей. В день победы сынишки погоны перешил и медали отдал. И себя ударяя по горлу, он в застолье беззвучно рыдал. Жил он трудно, тому я свидетель. Умер лет в 60, завещав тьму конструкторских ценных свидетельств, ордена, если речь о вещах. Да, счастливые живут его дети, те, с кем в детстве мы были друзья, внуки есть и наследники эти все горластые, дальше нельзя. Я весною к ним в гости поеду, и сперва, поболтав о своем, мы помянем его в День Победы и за всех нас в застолье споем. Обжигающий век, что не снился Шекспиру, и в сравнении с чем сталинский был детский сад, возражают мне, стала свободнее лира, и противники на фонарях не висят. Но была 10 лет, ведь великая смута, растревожив простор великой страны, и смутьянам поверил народ почему-то, и правления бразды были тем вручены, кто быстрее Батыя и Наполеона овладели Москвой и разбили